было удивительно, что он быстро вписался в чтение самых тяжелых курсов на кафедре теоретической физики. Поверьте, это самое сложное, что человечество создало в своем развитии. Он занимался уникальными вещами, сверхтяжелой такой теорией. Я его прежде всего запомнил как образец такого настоящего мужчины, который держит слово, который эмоционален где-то внутри, но абсолютно рационален снаружи. Я имел возможность убеждаться многократно, какой огромный преподавательский талант и талант ученого был у этого человека. Это вот один из немногочисленных людей, которые действительно воплощают то понятие, благородное понятие быть профессором, нести свет людям. Его можно было назвать строгим преподавателем, но, знаете, как говорится, строгий, но справедливый. То есть это человек, который видел твои достижения и поощрял тебя, поддерживал тебя. За лень, за праздность, безусловно, следовало порицание. И это замечательно. Ученый мир потерял великого ученого, физика, а крымский татарский народ потерял великого борца за равноправие нашего народа у себя на родине. Начиная с московских событий, он начал очень активно участвовать в национальном движении. Его избрали делегатом Курултая. Он стал депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым, а потом вице-премьером. Был очень честным, принципиальным, неподкупным человеком. Повесть о настоящем человеке. Когда я в детстве думала, что, может быть, человек не настоящим, оказывается, настоящих людей среди нас очень мало. Прекрасным, хорошим человеком был.